Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Ой, ёбнулась. В Астане обрушились под грузом снега строящиеся павильоны будущей выставки «Экспо-17». О жертвах и пострадавших не сообщается. Известно, что обрушение произошло в обеденный перерыв. У меня только тряхануло то, что вот землю тряхануло. Россию снова обвинили в авиа- и ракетных ударах по восточному Алеппо в ходе нового наступления. Российские военные яростно отрицают, а западные телеканалы показывают в прямом эфире циклопические взрывы. Были нанесены удары по 5 больницам и одной мобильной клинике Сирии. В Таджикистане появилась мобильная лаборатория для проверки населения на СПИД. Обследовать будут всех, включая отдаленные кишлаки. Но такой эпидемии, как в России, по словам медиков, пока в стране нет. Потребляющие инъекционные наркотики, работницы коммерческого секса, мужчины, практикующие секс с мужчинами. Новый саркофаг над радиоактивной Чернобыльской АЭС. Уникальную 110-метровую конструкцию будут буквально натягивать на станцию в течение 5 дней. В Астане рухнула часть строящихся зданий будущей всемирной выставки «Экспо-17». Конструкции обрушились под грузом снега. Кроме того, в Астане сейчас сильные холода. Температура воздуха доходит до минус 27 градусов. О жертвах и пострадавших от этого ЧП пока ничего не сообщается. Ой, ёбнулась. Строительная компания BI Group заявляет, что речь идет всего лишь об обрушении воздушного коридора между павильонами. Также сообщается, что ЧП произошло в обеденный перерыв, и никого на строительной площадке не было. Рабочие говорят об обратном. Многим из них удалось спастись лишь случайно. Рядом со стройплощадкой до сих пор находится несколько машин скорой помощи. Я успел зайти в павильон, я лично это не видел, у меня только тряхануло, то, что вот землю тряхануло. Я зашел уже, потом, я даже не понял, что это было, потом люди там, рабочие внутри павильона входят, они побежали, говорят, там что-то рухнуло, я им сначала не поверил, потом сам подошел к окну, да, рухнуло. Руководство «Экспо-17» оправдывается и делает заявление, что основные павильоны не пострадали, и на проведение выставки случившееся не должно повлиять. Основные конструкции не задеты. На данный момент производится расследование, потому что работы все были проведены по проекту. На данный момент не могу вам сказать никаких заключений. Это будет выясняться завтра, послезавтра, возможно, в течение недели даже будет известно только. Все сотрудники, которые были здесь, когда мы приехали на место происшествия, никого пострадавших не было. Но у вас есть сотрудники внешнего, которые работают подрядчиками? И подрядчиками, среди подрядчиков тоже никаких пострадавших нет, никаких заявлений не поступало. И, честно сказать, даже скорую не видел. Это не первое ЧП во время строительства павильонов «Экспо-17» в Астане. В апреле там случился пожар, загорелась кровля и утеплитель одного из строящихся объектов. И вот новое чрезвычайное происшествие. Критики проведения «Экспо» в Казахстане считают, что всему виной разгильдяйство и колоссальные хищения денег, выделенных государством. Опозорились на весь мир. Вы представляете, что это сегодня упала вот эта конструкция? Я уверен, что когда будут открывать Экспо, будут места, где будут валяться мусор, где будут недостроенные места, где будут забиваться последние гвозди, последние шурупы вкручивать последний час перед приходом президента. Потому что у нас такой менеджмент. Точнее, у нас есть хорошие менеджеры, но их не допускают. Обыски в казахстанских редакциях газеты Central Asia Monitor и сайта «Радиоточка». Их проводят сотрудники Национального бюро по противодействию коррупции. Накануне в Астане был задержан известный журналист, главный редактор газеты Central Asia Monitor и директор сайта «Радиоточка» Бигильды Габдуллин. Его обвиняют в шантаже госчиновников с целью вымогательства денег. Не имеете права проводить здесь обыск. Это ваше право, вы можете обжаловать мои действия. Как заявили сотрудники «Радиоточки», обыски начались без адвокатов редакции. За время их отсутствия были изъяты ноутбуки. Главный редактор «Радиоточки» считает, что в случае ареста Габдуллина все его медиапроекты перестанут существовать. Также журналисты издания утверждают, что никаких материалов, которые могли бы свидетельствовать о вымогании денег, им найти в своих архивах не удалось. Габдуллин – это, грубо говоря, основной человек, который обеспечивает финансирование проекта. И если он выпадает из команды, то финансирование прекращается. Мы сейчас, конечно, прикидываем варианты разные, но, скорее всего, если вдруг Габдуллина арестуют, посадят, это будет означать конец проекта «Радиоточка».
Вчера я был на допросе, и меня спрашивали, а какие материалы вы публиковали о Жамбылской области, о руководстве Жамбылской области. И я вспомнить не могу, потому что мне нужно поднять, по крайней мере, архивы. Вчера вечером же я попросил наших редакторов, чтобы они подняли архив, и они мне сообщили, что публиковалась обычная информация из новостной ленты, то есть ДТП, метели, там, какие-то экономические там, показатели и прочее, прочее. То есть ничего порочащего честь и деловую репутацию акима или акимата Жамбылской области наши редакторы не увидели. С заявлениями Набигильды Габдуллина обратился в антикоррупционную службу аким Жамбылской области. По мнению Казахстанского союза журналистов, власти создают опасный прецедент, дав зеленый свет чиновникам. Где здесь вымогательство? Я не вижу. А какие основания? Чего боятся акиматы? Если они боятся, допустим, что СМИ эти и дальше продолжат критиковать их деятельность, то надо обращать внимание на деятельность этих акиматов. Почему же у них столько недостатков? Почему они не могут их опровергнуть, эти публикации в досудебном порядке? А все это сейчас смахивает очень на донос. Если это дело дойдет до печального логического конца, то любой аким, они будут прекрасно понимать, что сегодня тебя покритиковали, а ты раз и заявление, а он из меня вымогал деньги или госзаказ, он говорил, что давай деньги, я не буду тебя критиковать. Вы понимаете, что это вообще страшный прецедент для наших СМИ, вот почему это так беспокоит. Тем временем во властных коридорах Астаны пока стараются не комментировать это громкое задержание. Однако председатель антикоррупционного бюро заявил, что существует как минимум 7 заявлений на Габдуллина со стороны различных органов казахстанской власти. Путем применения шантажа и используя свои медиаресурсы государственных органов от их первых руководителей. Сейчас следствие только начато, поэтому все подробности. И вы сказали, именно там было написано именно 7 органов, значит, какие-то от кого-то заявления поступали? Да, имеется заявление. А можете сказать, какие государственные органы? Там было указано, в частности, акимат Жамбылской области, есть ряд министерств. Об этом будет... Поводом для задержания Набигильды Габдуллина что стало? Заявление, да, мотивом? Заявление. От кого? Уже написано было. От акимата Жамбылской области. То есть его не с поличным взяли, его просто по заявлению, правильно? Задержали? Знаете, вы сейчас проводите расследование. Это неправильно. То, что нужно было, мы уже сказали. И я хочу вас заверить, что следствие же ведет открыто. Так что мы будем свидетелем всех тех доказательств, которые будут добыты в ходе расследования. Казахстанский эксперимент с отказом от педиатров полностью провалился. В 2016 году в стране упразднили педиатрические факультеты, а больных от грудничков до пенсионеров отправили к так называемым семейным докторам, где они были вынуждены находиться в общих очередях. Недовольство высказывали не только пациенты клиник, критика началась уже в парламенте и правительстве. И вот 10 лет спустя было объявлено о возвращении педиатров. Айнур Коскина с подробностями. Молодая мама Алия Ашим добирается до новой поликлиники с другого конца города. Она была вынуждена приписаться именно к ней, потому что в поликлинике около дома принимает только врач общей практики, который лечит и детей, и взрослых. В прежней поликлинике, чтобы попасть на прием к врачу общей практики, мы сидели в одной очереди со взрослыми больными. В период вспышки вирусных инфекций взрослые кашляли и чихали. Конечно, младенцев теоретически должны принимать в определенное время, но на практике мы сидели в общей очереди. Чтобы обезопасить ребенка, я нашла поликлинику, где есть отдельное отделение для детей. Кроме того, младенец ведь не может сказать, что у него болит. Это должен чувствовать детский врач. Витамин D3 пьете? Нет? Надо обязательно. Идет нехватка витамина. Педиатр государственной поликлиники номер 9 города Астаны Балгуль Ильясова закончила медицинский вуз в 2004 году. Спустя 2 года в Казахстане был принят новый образовательный стандарт. Медицинские университеты перестали готовить педиатров. Ребенка должен лечить педиатр. Младенец до года разговаривать не умеет. Нужно знать особенности антропометрии ребенка. Надо маме объяснить, надо рассказать, когда вводить прикорм дополнительный. Очень много особенностей детского организма. Все это невозможно изучить за курс подготовки врача общей практики.
Функции детского врача передали врачам общей практики, которые изучали азы педиатрии на курсе лечебного факультета. Педиатров приравняли к узким специалистам и увеличили срок их подготовки с 7 до 10 лет. На прием к педиатру отправляют только в исключительных случаях, когда уже диагностировали какие-бы осложнения заболевания. Стратегия была, мы этого не отрицаем, на замещение терапевтических педиатрических частей на врачей общей практики. С этой позиции, да, вместо педиатра принимает врач общей практики. Но педиатры, они как бы стали вторым уровнем. Модель создания института врача общей практики, так называемого ВОПа, переняли из опыта Израиля. По задумке на одного ВОПа должно приходиться до 1000 человек. В казахстанской действительности к одному врачу общей практики приписано более 3000 пациентов. Если участок у нас загружен, да, тогда что вот идет у нас общие приемы, есть свои сложности. Но хочу отметить, что есть и положительные стороны семейного доктора. То, что мама приходит с ребенком, и она же может сама же и обследоваться. По официальной статистике в 2012 году на 10 тысяч населения приходилось 4 педиатра. В 2015 уже 3. При этом в Атраусской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях на 10 тысяч сельского населения приходится всего 1 педиатр. И это, конечно же, вызвало бурю негодований со стороны пациентов. Проблему возвращения педиатров в поликлинике страны постоянно поднимали пользователи социальных сетей, общественные деятели и депутаты парламента. Общими усилиями им удалось достучаться до главы Кабмина. Насколько у нас велика цена врачебной ошибки, особенно если касается детских врачей. Поэтому я полностью поддерживаю предложение, которое сейчас было высказано, и даю поручение министрам Дюсенову и Сагадиеву. Необходимо восстановить педиатрические факультеты во всех учебных медицинских заведениях и немедленно начать уже с 1 сентября следующего года подготовку студентов, и надо начать уже обучение. Проблему, созданную 10 лет назад, будет решать специальная правительственная комиссия. Одновременно вернуть педиатров во все государственные поликлиники – задача не из легких, ведь детских врачей и в лучшие времена не хватало. А пока министр образования и министр здравоохранения ищут выход из ситуации, казахстанские мамы вынуждены обращаться к педиатрам, которые ведут прием в частных клиниках. Айнур Коскина, Ганизат Оспанов. Настоящее время. Власти Туркменистана все-таки смягчили свою жесткую антитабачную политику и разрешили курить своим гражданам, но не более 1 пачки в месяц. Легально сигареты продаются только в госмагазинах. Очередь за ними нужно занимать с раннего утра. В одни руки дается только 1 пачка сигарет, и то только мужчинам. Женщинам покупать табак категорически запрещено. Из-под прилавка сигареты продаются по $18 за пачку. Нелегальным продавцам в случае обнаружения у них сигарет грозит штраф в $1680. Из-за дефицита жители Туркмении перешли на насвай и листья подсолнухов. Борьбу против курения инициировал лично президент Гурбангулы Бердымухамедов. По государственному телевидению постоянно показывают, как он занимается спортом, демонстрируя свой здоровый образ жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения, количество курильщиков в Туркменистане составляет всего 8%. Это самый низкий показатель в мире. В Душанбе началась недельная акция «Я за профилактику ВИЧ-СПИД», приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается ежегодно 1 декабря. Профилактика заболевания включает в себя прохождение анонимного экспресс-теста на вирус иммунодефицита. Она будет проводиться по всему городу в мобильном диагностическом комплексе, который был передан Таджикистану от правительства России в день начала акции. По поводу начала работы мобильного комплекса в Душанбе был устроен настоящий праздник. Передвижная лаборатория состоит из 4 специализированных кабинетов по диагностированию, гинекологический и терапевтический кабинеты и даже УЗИ-кабинет. Первый день акции проверку прошли более 300 желающих. Всю оставшуюся неделю мобильная клиника будет ездить по городу и ближайшим к Душанбе районам и селам. Согласно официальным данным, до 30 сентября сего года в республике зарегистрировано 8504 ВИЧ-положительных лиц. Из них около 6500 являются людей, живущими с ВИЧ. Данная инфекция в основном распространена среди
таких ключевых групп, как людей, употребляющих инъекционные наркотики, работницы коммерческого секса, мужчины, практикующие секс с мужчинами и осужденные. Далее в программе. Россию снова обвинили в авиа- и ракетных ударах по восточному Алеппо в ходе нового наступления. Российские военные яростно отрицают, а западные телеканалы показывают в прямом эфире циклопические взрывы. Были нанесены удары по 5 больницам и одной мобильной клинике Сирии. Новый саркофаг над радиоактивной Чернобыльской АЭС. Уникальную 110-метровую конструкцию будут буквально натягивать на станцию в течение 5 дней. Мировые телеканалы транслируют в прямом эфире взрывы чудовищной силы в восточной части сирийского города Алеппо. Журналисты связывают их с началом новой российской операции в Сирии. Вы видите кадры телекомпании CBS, на которых предположительно ракетные и авиаудары по восточному Алеппо. Правозащитники заявляют, что подобной бомбежки с воздуха не было уже несколько месяцев. А это, возможно, последствия последних авиаударов. Это кадры спасательных служб сирийской оппозиции из восточного Алеппо. Спасатели утверждают, что авиационные бомбы упали в непосредственной близости от детского госпиталя на одну из местных школ. Сообщается о гибели как минимум 5 малолетних детей и десятках раненых. Решительно осудили возобновление авиаударов Соединенные Штаты. Правда, представитель Белого дома не смог конкретизировать, какие именно самолеты наносят удары по Алеппо. Тем временем представители Российского министерства обороны яростно отрицают факты нанесения авиа- и ракетных ударов в Алеппо. Как заявил генерал Игорь Коношенков, за последний месяц ни один самолет ни российских, ни сирийских ВВС не нанес ни одного удара не то чтобы по госпиталям, но и вообще по восточному сектору Алеппо. Сообщение о бомбардировках самолетами ВКС России третьего за сутки госпиталя в Алеппо является обыкновенной ложью. В ходе нанесенного сегодня массированного огневого удара крылатыми ракетами по объектам террористов Исламского государства и Джабхата ан-Нусры не было ни одной цели, расположенной в Алеппо. Самолеты ВКС России и ВВС Сирии уже 28 суток не наносят вообще никаких ударов в Алеппо. Между тем, резко увеличилось количество погибших гражданских лиц в Алеппо западном, который находится под контролем сирийского правительства. Только за последнюю неделю от артиллерийских обстрелов со стороны сирийской оппозиции там погибли 92 человека, среди них 26 детей. Эти кадры российского агентства «Анна Ньюс» дают наглядное представление о том, что происходит в некоторых районах западного Алеппо и какова интенсивность огня по городским кварталам со стороны сирийских повстанцев. Наступление сил антитеррористической коалиции на иракскую столицу ИГИЛ Мосул может растянуться на неопределенный срок из-за ожесточенного сопротивления боевиков так называемого исламского государства. Наступающие части несут тяжелые потери на восточных окраинах города, которые приходится отбивать по несколько раз. Вы видите свежие кадры рейтер из восточного Мосула. Каждые несколько минут там раздаются взрывы большой силы. Это срабатывают мощные фугасы боевиков ИГИЛ, которыми начинены фактически все постройки в городе. Солдат иракской армии беспрестанно атакуют смертники. Также смертники с поясами шахидов нападают на местное население, которое поддерживает иракскую армию и курдских ополченцев. На территории Чернобыльской АЭС завершилось строительство нового безопасного саркофага, который уже в ближайшие дни должен накрыть старый защитный корпус разрушенного 4-го энергоблока этой атомной электростанции. Украинская служба «Радио Свобода» получила эксклюзивный доступ к помещениям внутри зараженной станции. Вы видите уникальные кадры. Это массивная конструкция, часть нового безопасного конфайнмента. Именно так называют целый защитный комплекс. Высота новой арки достигает 110 метров. Он выше, чем статуя Свободы. Разработка нового комплекса началась еще 10 лет назад. Стоимость этого международного проекта составила около $3 миллиардов. Есть певний запас.
У нас есть запас времени для того, чтобы все операции прошли в штатном режиме. Никто не будет форсировать. Главное — безопасность. Крайне важна задача, которой мы планируем заняться после установки нового безопасного конфайнмента. Это демонтаж нескольких строительных конструкций старого саркофага. Взрыв реактора на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС в 1986 году стал крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. На этих кадрах пульт управления 4-м энергоблоком. Именно там персонал проводил эксперимент, который привел к взрыву реактора. Новый комплекс над 4-м энергоблоком гарантирует безопасность для окружающей среды на ближайшие 100 лет. В Джалалабадской области Кыргызстана прошел фестиваль грецкого ореха. Это здесь самый распространенный плод, который используют еще и для приготовления местных напитков и варенья. Фермеры надеются, что экспорт джалалабадских орехов повлияет на рост экономики всей республики. Рассказывает Шавкат Тургаев. На ярмарке фестиваля грецкого ореха фермеры и местные предприниматели удивили богатым разнообразием своей продукции. Помимо орехов и фисташек, посетителям дали попробовать варенье и напитки из лесных ягод. Всего более 40 видов сладостей и лакомств. Плоды в основном мы закупаем у сельчан. Из орехов, фундука делаем ореховые напитки 4 видов. Также мы производим 20 разновидностей соков из различных ягод. Нашими ореховыми напитками уже заинтересовались в Казахстане, Иране и Китае. Джалалабадская область давно славится своими ореховыми лесами. Существует даже легенда, что в этих краях бывал сам Александр Македонский. С собой он прихватил несколько плодов. Отсюда и название «грецкий орех». Но джалалабадцы уверены, настоящая родина дерева здесь. Местные же жители объединились в кооперативы и совместными усилиями выращивают орехи. Продукцией заинтересовались во многих странах. В этом году мы будем экспортировать орехи в Швейцарию. Переговоры по этому вопросу уже практически завершены. Нами заинтересовались в Германии, но пока нет четких договоренностей. Орехи мы экспортируем во многие страны, в том числе страны Ближнего Востока. С 2013 года мы начали поставлять продукцию в Европу. Только в Голландию мы отправили более 100 тонн. Жители Джалалабада все чаще говорят о том, как важно для региона и для всей страны в целом сохранить и приумножить ореховые леса. Зарубежные организации тоже принимают в этом самое активное участие. Немецкая организация ГИЗ начала огораживать свободные площади и выращивать новые ореховые леса. Сейчас уже можно сказать, что площади лесов увеличиваются. Несмотря на активность фермеров, ореховая индустрия в Кыргызстане только набирает обороты, но уже через несколько лет, обещают предприниматели, кыргызские орехи станут еще популярнее. Шавкат Тургаев, Руслан Калматов. Настоящее время. Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.